Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. В Башкортостане продолжается набор на военную службу по контракту. Мобильные пункты действуют во всех городах и районах республики. И сегодня в нашей студии участник специальной военной операции, который отслужил по контракту, Андрей Константинов, позывной «Танкист». Привет. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Ну и сразу вопрос, откуда такой позывной? У каждого бойца, наверное, своя история с тем, как его назвали. Сам он придумал или бойцы его товарищи по службе так назвали? Управляли танком или не все так явно? Получается, товарищи мне этот позывной дали, потому что я по срочной службе был танкистом, наводчиком, оператором. Танк Т-72Б3. Это отличный танк. Он сейчас в зоне специальной военной операции делает величайшие подвиги. Скрывать не будем, мы с Андреем знакомы давно. На тот момент мы освобождали город Кремена, если я не ошибаюсь. Ну, Андрей, вот скажи, мы знаем то, что ты отправился в зону СВО с самого начала. Тогда еще не было добровольческих батальонов. Скажи, что тебя побудило подписать контракт? Получается, когда я только узнал то, что собирают добровольцев, я перед этим посмотрел всякие ролики, то есть патриотические. Посмотрел то, что там есть бабушки, дедушки, дети, то есть мамы, папы те же самые. Просто я посмотрел на это все и сказал себе, что они творят, и мне просто надо было поехать. Они уже много лет воюют, и это очень тяжело, когда рядом погибают дети в первую очередь. И, безусловно, ты прав, и большое тебе спасибо, что ты отправился на фронт. Андрей, вообще, находясь в зоне СВО, вы пошли туда по контракту, а до этого вы следили за ситуацией на Украине? До этого, да. Я следил не так прям, чтобы конкретно. Я следил частями. А вот когда уже объявили то, что будут собирать добровольцев, я уже начал следить уже конкретно за этой ситуацией и сказал себе то, что я подписываю и иду туда. Но с тех пор, как вы были в зоне СВО, прошло уже больше года. А сейчас какие события вспоминаются наиболее ярко? Быт вспоминается, боевые товарищи, с которыми мы до сих пор общаемся. Из каких городов, республик были бойцы? Уфа, Чешмы, все местные. То есть земляки все были? Местные, да. Но там ведь еще были наши товарищи, если я не ошибаюсь, из Нижневартовска, и один был из Казани. Да. Но вообще, каково, находясь в зоне СВО, вы чувствуете такую поддержку в виде земляков, которые рядом, с которыми плечом к плечу идете в бой? Это воодушевляет, и как-то проще со своими. Это безусловно так. Ты знаешь, освободили достаточно много. Помимо Кременной мы освободили и Червонопоповку, и подступы к Белогоровке, и подступы к Красному Лиману, подступы к Северодонецку. Перечислять на самом деле можно, Лиана, очень много. Какие-то знания или умения, которыми ты обладал на гражданке, скажи, пригодились тебе в зоне специальной военной операции? Пригодились. Как минимум мне пригодился спорт, которым я занимался. А чем ты занимался? Я занимался пауэрлифтингом и бодибилдингом. А что было сложно? Расскажи об этом. Как-то более психологический фактор на это влиял. То есть, страх везде присутствовал, и как-то надо было через него перешагнуть, что ли. Перебороть себя. Перебороть себя, да. А страх был на протяжении всего времени, пока вы были в зоне СВО? Или со временем привыкаешь и уже не обращаешь, может быть, внимания на выстрелы, на эти снаряды, которые рядом разрываются? Да, привыкаешь к этому, но страх все равно присутствовал. Ваш быт там как был устроен, где вы жили, что ели, сами готовили, или у вас были люди специальные, которые для вас готовили? Получается, мы и сами готовили, и к нам приезжала так называемая ПХД. То есть это полевая кухня. По всем отрядам проходили и кормили всех. После того, как ты вернулся домой, реабилитировался быстро? Были какие-то сложности? Сложности были, да. Я долгое время не мог просто нормально спать. Тяжело перенес, правильно? А что помогло адаптироваться все-таки и вернуться в привычный ритм? Обращались куда-то за помощью или с помощью семьи, родных, близких смогли восстановиться? С помощью семьи, как минимум, у меня жена забеременела, вот сейчас дочка родилась.
Поздравляем. Поздравляем, здорово. Спасибо. И мне пришлось просто как бы перебороть. В общем, с маленьким ребенком, если удается поспать ночью, это очень хорошо. Ведь так? Да. На своем примере могу рассказать, что когда я вернулся с СВО, у меня была тяжелейшая реабилитация после госпиталя, после санатория, и мне помогли это моя семья и моя невеста. А вы, кстати, в санатории были или нет? Нет, еще не был. Планируете? Ну, как бы в планах есть, ну, не получается. Ну, хотелось бы, конечно. Для наших телезрителей поясним, что для участников специальной военной операции доступно бесплатное санаторно-курортное лечение. И более того, отдохнуть могут не только сами участники СВО, но и члены их семьи. И с недавнего времени, благодаря специальному постановлению правительства, отдых можно разделить вместе с членами своей семьи. Либо там по неделе каждому отдохнуть, либо просто отправить кого-то из своих близких, родных. Андрей, скажи, а какие-то были проблемы с выплатами? Ты зарплату всю получил? Зарплату, ну да, я всю получил. То есть никаких проблем не было и все было в срок? Да. Это здорово. Спасибо за ответ. А сейчас предлагаем посмотреть ролик о боевой работе мотострелкового полка «Башкортостан» в зоне СВО. Это уникальные кадры с передовой, которые мы совсем недавно получили. Смотрим. Орудие! Наведен, готов. Орудие! Наблюдаем. Есть попадание, парни, есть. Мощная работа наших ребят на передовой. Пусть удача всегда будет с нашими бойцами. Андрей, когда вы были в зоне СВО, что вас вдохновляло, что придавало сил? Ведь там порой бывало очень тяжело и очень непросто. Меня вдохновляла больше моя супруга, ну, тогда была девушка, и, конечно же, мама. То есть как бы мы иногда созванивались с ними, ну, когда была связь, было время и было безопасно. И как бы разговаривали, что как. И я знал то, что мне как бы, ну, есть к кому возвращаться. И меня кто-то дома ждет. А как часто вообще получалось созваниваться с родными? Очень редко. Ну, к сожалению, да, это факт, когда лично я созванивался. Помимо того, что с телефонами очень тяжело на передовой, мне приходилось на 400 метров отходить от наших позиций, чтобы успешно связаться с родными. А как это было у вас? Как вы связывались с родными? Я тоже отходил за 400-500 метров, залазил на дерево, да и звонил. Но отходили для того, чтобы в случае пилинга телефона... Да, чтобы своих не зацепить. Какая-либо такая ситуация была бы, чтобы было все хотя бы для них безопасно.
Находясь там на передовой, до вас вообще какие-то новости с тыла, так скажем, доходили? Потому что здесь же тоже очень много фейков пытались запускать. Шла целая информационная атака, но она и продолжается, безусловно. Как понимали, как фильтровали это все? Как бы, ну, такого прям не было, чтобы какая-то информация доходила. Но когда я созванивался со своей девушкой, ей звонили с Украины. То есть они как-то спеллинговали мой номер и пытались позвонить моей девушке. И когда ей представились, то, что ей сказали, то, что я там погиб и так далее, она просто скинула трубку и больше не отвечала на эти звонки. Ну, то есть ваша девушка поступила очень правильно, другая бы могла поверить. Да. А к чему ты был не готов, когда приехал на фронт? Был не готов к артиллерии. Вообще не был готов. И что именно? К тому, что будут постоянные обстрелы или вообще самому такому методу ведения войны, что там не просто, грубо говоря, с автоматом на врага бежишь, да, что просто ты у себя где-нибудь в окопе, пролетает снаряд, и от его осколков может произойти все, что угодно? Я просто не ожидал, что как бы они ведут вот такие бои. То есть я думал, я ожидал совсем другого. Открытых, что ли, столкновений. Обратно вас не тянет? Как бы тянет, но у меня есть ответственность, у меня есть жена, у меня есть дочка. Как бы я сам туда не пойду, если повестка придет, то пойду. А наша республика всеми способами поддерживает наших бойцов. Почти что каждый день отправляются огромные фуры, набитые припасами. Всем необходимым, тем, чем именно нуждаются наши парни. Ну, чего больше всего ждали? Больше всего ждали, не знаю, там... Сладости, наверное. Шоколадку, да, шоколадку. Ну и, конечно же, письма от детей, которые до нас тоже доходили. Что ты чувствовал, когда читал письма, которые писали тебе дети на передовую? Я чувствовал прям, как бы, гордость, можно сказать. Дети есть дети. Им нужен какой-то защитник. Для всех детей каждый защитник – это папа. То есть и я как бы хочу таким же защитником стать для своей дочери. Прекрасные слова. И хочу сказать, что очень часто благодаря этим письмам происходит знакомство школьников с действующими участниками СВО, потому что бойцы, приходя в отпуск, стараются найти того, кто написал это письмо, и встретиться лично и поблагодарить. Что ж, желаем тебе удачи и спасибо, что нашел время прийти и стать нашим гостем. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.